предоставляется председателю Чувашской республиканской организации ветеранов Муниципальной Петровичу. Наше торжественное собрание, посвященное Дню Героев Отечества, объявляю открытым. Группу офицеров для возложения цветов памяти упавшим солдатам Великой Отечественной войны прошу выйти на сцену. Значит, от имени членов Чувашской республиканской организации, общероссийской общественной организации ветеранов, ее руководства и участников собрания прошу почтить память участников Великой Отечественной войны чувашских, отдавших жизни за наше Отечество, и возложить цветы к памятнику. Прошу следовать на возложение. Ну, все встают, провожаем. Значит, дальнейшее слово для доклада, посвященного Дню Героев Отечества, предоставляется Андрееву Олегу Васильевичу, кандидату исторических наук, доценту Государственного университета. Добрый день, дорогие товарищи. Добрый день, дорогие ветераны. Я рад приветствовать наших ветеранов. Разрешите поздравить всех с столь знаменательным событием, замечательной датой, Днем Героев Отечества. Мы всегда были сильны традициями, подвигами своих соотечественников. Эти традиции всегда у нас передавались из поколения в поколение и воспитывали каждое последующее молодое поколение. Мы помним имена героев былых времен, их подвиги, иначе бы не было бы героев нашего времени.
Традиции официального чествования героев Отечества предшествовала длительная история подвигов по защите Родины и народа. Нет более достойного и благородного способа воспитывать отвагу, мужество, самоотверженность, готовность к подвигу во имя Родины, чем личный пример. И один из самых ярких личных примеров за всю историю нашего Отечества – это, конечно, Александр Ярославович Невский, 800-летие, со дня рождения которого мы отмечали в прошлом году. Из множества примеров, действительно, он стоит исключительно на очень высоком уровне, высоком месте. Александр Ярославович, герой Невской битвы и Ледового побоища, спасая, отстаивая Русь от длительных, постоянных карательных походов золотоордынцев, несмотря на нелестные высказывания немалого количества князей-современников, для того, чтобы спасти Русь от опустошительных вот этих карательных походов из Орды, то он, лишая себя многого, решился и совершил 4 раза подвиг, совершив во главе своей дружины и посольства русского сначала в столицу Золотой Орды. Вследствие 2 революций 1917 года общественный строй в нашей стране сменился. И в итоге все последующие решения, но они оказались временными, поскольку постепенно начинают возрождаться старые традиции, поскольку нужно было воспитывать молодежь, а именно воспитывать на примерах героических наших личностей из времен прошедших, так называемых царской эпохи. Так вот, после революции 1917 года советским руководством было принято решение отменить празднование Дня Героев Отечества, и отменен был статус ордена Святого Георгия Победоносца. Но прошло время, к сожалению, с распадом Советского Союза, что стало поистине трагедией для всех народов и на постсоветском пространстве, то в начале 2000-х годов даже ряд серьезных мероприятий и решений начинают приниматься для того, чтобы сначала восстановить нормативную базу, но уже в соответствии качественно новыми условиями. Таким образом, в 2000 году, сразу после инаугурации президента Владимира Владимировича Путина в 2000 году принимается решение о возвращении статуса государственной военной награды. И, соответственно, возрождается традиция празднования столь знаменательного события. И первым георгиевским кавалером современной России стал командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-полковник Сергей Макаров. За мужество, за отвагу, при выполнении воинского долга, при руководстве нашими подразделениями в ходе принуждения Грузии к миру. Началась Великая Отечественная война. И именно Великая Отечественная война нам покажет, что многие славные традиции будут возрождаться. И возродиться в виде своеобразного аналога ордена Георгия Победоносца, орден славы в 1943 году 3 степеней. Это было действительно знаменательным событием, поскольку этим орденом прежде всего награждались военнослужащие, старшины и солдаты. Всего за годы Великой Отечественной войны, а награждение шло до лета 1945 года,
было удостоено 2640 человек. Не стали исключением и наши соотечественники, наши земляки. Так вот, в годы Великой Отечественной войны, если считать, что наши земляки, то было награждено 18 человек, а тех, кто до войны, годы войны и после Великой Отечественной войны работал в нашей республике, таковых оказалось еще 7 человек, и в совокупности получается 25 человек, полных кавалеров Ордена Славы. В советский период высшей степенью отличия стало звание Героя Советского Союза, учрежденное в апреле 1934 года. И первыми столь высокой награды были удостоены 7 наших летчиков, которые спасли экипаж Челюскина и членов арктической экспедиции. И были женщины, которые были первым удостоены столь высокой награды. Это экипаж, совершивший беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток в 1938 году во главе с Валентиной Визодубовой. Великая Отечественная война продемонстрировала нам величие подвига нашего народа и нашей армии. Но нужно иметь в виду, что уже перед Великой Отечественной войной немало было удостоенных столь высокого звания, в том числе и уроженцы Чувашии, представители Чувашии. Так вот, таковых оказалось 3 в период 1938-1940 годов. Это, конечно же, события в районе озера Хасан на реке Халкингол и затем в ходе Советско-финляндской войны. И, соответственно, это Баринов Николай Михайлович, Винокуров Вячеслав Петрович и Бутяков Сергей Николаевич. К сожалению, Бутяков погиб в ходе Советско-финляндской войны, а Винокуров в ходе Великой Отечественной войны. А Баринов дошел до Берлина и в послевоенные годы воспитывал молодежь. В числе героев Советского Союза действительно было много. Даже в ходе форсирования Днепра, а это было уже конец лета, на протяжении, по сути, всего второго полугодия 1943 года, в несколько этапов крупнейшие битвы, только за форсирование Днепра более 2000 человек было награждено этой высокой наградой, в том числе и уроженцы Чувашии. Мы подробнейшим эту информацию с описанием подвигов представили в книге, вышедшей в 2020 году «Чувашия в годы Великой Отечественной войны». Так вот, в числе героев Советского Союза, считая и земляков наших, представителей чувашской диаспоры и тех, кто жил, работал на территории нашей республики, то получается, что наших земляков это 98 человек, уроженцев Чувашии, а также 35 представителей чувашской диаспоры. В современной России высшая государственная награда, прошу прощения, вот обращаю ваше внимание на то, что и стар, и млад, всем возрастом покорны подвиги. Так вот, Вале Котику, когда он был представлен в звании Героя Советского Союза, было всего 14 лет. А более старшему, Матвею Кузьмичу Кузьмину, было 83 года. С распадом Советского Союза, то, соответственно, на новый уровень выходит и наградная система, и, конечно же, возрождается высшее звание Герой России. И это будет сделано в 1992 году по указу президента Российской Федерации от 20 марта. И первым этой высокой награды
к сожалению, посмертно был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Асканов, который спасал население поселка и увел самолет МиГ-29 и сам погиб. Но интересный здесь момент. Дело в том, что по указу Суламбек Асканов идет первым награжденным, а вот по номеру медали идет космонавт Сергей Крикалев. Вот такая своеобразная история. Наша страна была вынуждена участвовать в целом более 30 локальных конфликтов, начиная с 1946 года и, конечно же, по настоящее время. И эти годы участия, и в том числе в миротворческих операциях, дали серьезные результаты, поскольку наши военнослужащие говорили тогда, выполняли интеллектуальный долг, так оно и было, поскольку они и в Африке, на Ближнем Востоке, и в других регионах земного шара по существу эту высокую миссию выполняли. И конечно же, они прежде всего защищали интересы нашего Отечества. И особое место, конечно, занимает афганская война. Военные действия на территории Северного Кавказа. Афганская война дала 85 героев Советского Союза. К сожалению, из них 28 человек погибли и были удостоены посмертно. Когда я готовил монографию «Военный комиссариат Чувашии. Укрепление обороноспособности России», монография вышла в феврале нынешнего года, то результаты своих изысканий относительно награжденных, погибших уроженцев Чувашии, начиная с 1926 года, вот в такой таблице я представил. Довольно-таки высокий уровень по всем показателям. И чем, разумеется, мы можем смело гордиться. Ближний Восток никогда не был спокойным и не был спокойным в 2015 году, где наши войска, наши вооруженные силы начали принимать участие по ликвидации, по борьбе с международным терроризмом. Было много достойных высоких наград, опять же, многие посмертно, в том числе Александр Прохоренко. Ратный подвиг Александра Прохоренко стал по существу символом отваги и мужества. По существу его мужество стал образцом и приобрел даже международный характер, поскольку постоянно пишут члены его семьи, выражая соболезнования и поддержку. Мы живем в непростое время, поскольку 24 февраля 2022 года наши вооруженные силы начали выполнять важную миссию специальной военной операции на территории Украины. Военные действия дали действительно большое количество удостоенных высоких наград, в том числе звания Героя России. Опять же, немало среди них было и посмертно, в том числе уроженцы Чувашии. Так, 5 июля был удостоен высокой награды водитель подразделения спецназа Стачков Александр Иванович. Также спецназовец гвардии майор Семенов Дмитрий Владимирович 17 июля 2022 года. Так вот, еще в дореволюционной эпохе сложились прочные традиции увековечения памяти и проведения многочисленных мероприятий. Во-первых, по инициативе Государственной Думы в январе 2007 года при поддержке Совета Федерации президент Российской Федерации 28 февраля 2007 года подписал указ
о внесении изменений в статью 1.1, пункт 1 Федерального закона о Днях воинской славы и памятных датах России. В итоге, в соответствии с Федеральным законом о Днях воинской славы и памятных датах, в перечне памятных дат достойное место занял День Героев Отечества. Таким образом, та цель, которая была поставлена изначально, это, конечно же, формирование патриотов Отечества, формирование мировоззрения нашей молодежи, то в современной России День Героев Отечества стал выражением высочайшего государственного общественного уважения по отношению к удостоенным самых высоких и почетных государственных наград, званий Героя Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Нужно иметь в виду, что некоторые награды все-таки находятся у героев, некоторые подвиги Великой Отечественной войны, удостоенные звания Героя Советского Союза, тоже нашли героев, в том числе один из таких и в Чувашии. Конечно же, в настоящее время, благодаря консолидированности на всех уровнях, начиная от исполнительных органов власти, продолжая ветеранскими организациями, зачастую они и есть инициаторы этих мероприятий, работы по формированию мировоззрения молодежи. В конечном итоге у нас в стране сложилась прочная традиция проведения многочисленных мероприятий. Это идет с древнейших времен, особенно после Великой Отечественной войны, и, соответственно, выработались, сформировались направления и формы увековечения на всех уровнях. Здесь принимают участие и институты хранения памяти, это, конечно же, музеи, где мы с вами находимся, это и архивы, это прежде всего два ведущих наших архива, Чувашской Республики, исторический архив и архив современной истории. Наверняка кто-то из вас был в свое время и бывшем парт-архиве, что есть в настоящее время архив современной истории. И, конечно же, достойное место, высочайшего уровня работа, ответственная, и как сегодня мы видим, проводится Чувашским национальным музеем и, конечно же, в составе музея, музеем воинской славы. И, конечно же, вот эта работа не ограничивается только стенами. Мы знаем, что на улице Зои Яковлевой, уроженки нашей республики, отважной подпольщицы, погибшей в 1944 году в Крыму, расположился в настоящее время, начиная от аллеи Победы и парка Победы, в настоящее время мы видим, это целый комплекс под названием мемориальный комплекс «Победа», где свою лепту в вековечной памяти внесут и наши с вами товарищи, в том числе коллективными усилиями вашей организации, Чувашская республиканская организация Российского союза ветеранов. И, конечно же, мы знаем, что как участник Афганской войны душу и сердце вложил, прекрасные свои знания, понимание прекрасное. Если сверху смотреть на этот мемориал, то сразу видно, что приобретает контуры Ордена Мужества, Креста. И, соответственно, это все, конечно же, вот через сердце, через знание было пропущено. И благодарны мы с вами, конечно же, Виталию Александровичу Тры, военному строителю. Ну, вообще, его география обширная, мы знаем об этом. Но еще формы направления не ограничиваются вот такой практической деятельностью, есть на уровне работы и теории, и науки. И, конечно же, мы, историки, тоже проводим определенную работу. И причем совместными усилиями. Вот некоторые результаты только здесь видны на столе. Это плод наших совместных усилий. Потому что есть у вас прекрасные журналисты, знающие историю, и тем более историю конкретных локальных войн, поскольку они сами прошли через них. И поэтому мне, как историку, теорию и практику соединить, и, соответственно, эту работу было очень полезно и интересно. Это действительно богатый опыт. Ну вот определенные работы, совместные работы по увековечению памяти. Ну, более свежие работы, итоговая работа вот конца декабря 2021 года «Вековечной памяти о Великой Отечественной войны» и та книга, которую я вам
говорил. Конечно же, те, кто прошел через локальные войны, о них много писали и всегда будут писать, увековечивать память. Яркий пример тому год 2016 год, когда мы с вами вместе проводили мероприятие по увековечиванию памяти участников локальных войн, погибших в них. И, конечно же, вот совместно мы с вами проводили различные тематические выставки, это тоже форма увековеченной памяти. И, конечно же, интересно наблюдать за этим процессом, особенно когда участвуют прошедшие огни Великой Отечественной войны. Агриппина Алексеевна и Евгений Григорьевич. И, конечно же, вот с вами всегда было интересно работать. Вы продаете особый, конечно же, вот такой настрой в вашей работе. Так вот, на современном этапе без сильной инициативной личности очень плохо. И когда на высшем уровне инициируется работа такая, то, разумеется, высокий результат. И поэтому увидели сегодня, как увековечена память строительства Слуцкого Казанского рубежа обороны и открытие 1 июля этого года монумента. И, соответственно, в настоящее время проводится большая работа по увековечению памяти участников специальной военной операции. И первая такая выставка прошла 28 марта нынешнего года в стенах Чувашского госуниверситета вот «Герой Z». Это тоже результат наших совместных усилий. Так что ж, когда мы с вами вместе рядом, сообща работаем, сохраняем память, то мы способны обеспечить преемство поколений и воспитание достойных патриотов, героев нашего Отечества. Спасибо за внимание. Недавно отмечали 80 лет со дня гибели нашего первого героя Чувашии, Вячеслава Петровича Винокурова. И поэтому разрешите мне объявить минуту молчания. Прошу садиться. Ну, я тоже хочу небольшое выступление. Тут Олег Васильевич уже затронул все аспекты про героев. Ну, я остановлюсь о нашей немножко работе. Ну, всенародная война советского народа – уникальное событие в истории человечества. Ни один народ в мире не сравнится с советским и решимостью. По результатам боя, труде ума и душах. В настоящее время Соединенные Штаты Америки, НАТО, Евросоюз к России применяют все формы борьбы, в которых ведется война политическая, экономическая, идеологическая, вооруженная. Долг ветеранского актива показать правду об Америке, показать об уязвимости в трудных экстремальных состояниях и обстановке. Одним из важных направлений руководителя Чувашской республиканской организации Российского союза ветеранов является воспитательная, информационная работа, борьба с фальсификаторами истории. Эта работа касается всех поколений, всех слоев населения. Но особое внимание уделяется молодежи, нашему будущему, нашей смене. Повышение качества деятельности военно-патриотической работы является постоянной обязанностью
и движущей силой всей лекторской группы ветеранского движения. Ну, перед нами стоят задачи это вести постоянную работу среди ветеранов, пенсионеров, молодежи, учащихся во всех слоях народа по формированию чувств и качеств гражданина, формированию государственного победного патриотизма. Вторая. Главным источником патриотического воспитания является истинная история Отечества. Истинное достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ну и третье, объективной необходимостью патриотического воспитания является победоносная, непримиримая борьба за утверждение величия России, ее авторитета и места в мире, ее роли спасителя и освободителя в мире, сплочения вокруг России, государств, нуждающихся в помощи от агрессоров и поработителей. Все надо думать, искать и добиваться движения вперед. Это касается и ветеранского движения. Главное видеть цели, выбирать дороги, достигать результатов, оставляя каждому члену коллектива свободу раздумий о будущем и способах реализации личных коллективных целей. В любых условиях Россия должна найти пути к победе. Поэтому, говоря о нашей работе, вот я получил обращение Части Российского союза ветеранов, нашего председателя, генерала армии Моисеев, что сегодня в адрес нашей организации поступило тоже такое добрые слова, адрес нашего организации, что мы являемся передовыми в области информационной деятельности, благодаря нашим сотрудникам, чьим усилием сайт содержится формат, которым пользуются, отзываются только позитивно. Ну и патриотизм занимаемся, мы в этом письме сказано. Поэтому это наш труд, ваш труд с вами. Всем спасибо, кто трудится на благо нашего Отечества в деле воспитания молодого поколения. Спасибо за внимание. Слово представляется для выступлений по нашей теме представителем Министерства образования Чувашской Республики Петровой Натальей Владимировной. Здравствуйте. Действительно, очень рада приветствовать всех от лица министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Анатольевича Захарова. Всех поздравляю с праздником, действительно с достойнейшим праздником Дня Героя Отечества. Великий поклон вам, низкий до земли. И от лица Министерства образования и молодежной политики хочется сказать, что сейчас в стране, в республике очень много делается для патриотического воспитания наших ребят. Огромная благодарность всем представителям ветеранов боевых действий Великой Отечественной войны, кто выходит в образовательные учреждения в рамках цикла внеурочных занятий разговора о важном. Как раз-таки данные уроки призваны разбудить, побудить в подрастающем поколении патриотизм, гордость за свою страну и, конечно же, национальную идентичность, чтобы каждый мог сказать: «Я русский, и я этим горжусь». А также в рамках патриотического воспитания во всех образовательных организациях Чувашии введены советники по воспитанию. И как раз-таки эти люди, да, тут они, видимо, есть в зале, улыбаются, сидят, призванные быть проводниками для наших детей, говорить, что хорошо, что плохо, направлять ребят именно на различные направления конкурсов патриотики, на грантовые конкурсы. Также при главе Чувашской Республики у нас открыт координационный совет российского движения детей и молодежи, куда вошло очень важное для республики движение «Юнармия». Это очень большой пул ребят, которые увлекаются, занимаются патриотикой и действительно говорят: «Я патриот». И в этот день, в День Героя Отечества, во всех образовательных организациях и в вузах и СУЗах проводятся дни мужества.
уроки мужества. И открываются парты героев. Тех ребят, которые положили свои жизни сейчас в рамках военной специальной операции. И буквально после вашего мероприятия разрешите будет отъехать в кадетскую школу имени Архипова для открытия парты героев. И сейчас нам как никогда важно консолидироваться вместе. Вы наш пример. Пример тех, кто сидят с наградами. Пример тех, кто ничего не боится. И наша молодежь должна идти за вами, следовать вашим традициям и действительно брать с вас пример. Спасибо вам большое и низкий поклон. Слово представляется заместителю председателя комитета по ЖКХ Государственного совета Чувашской Республики Степанову Николаю Алексеевичу. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Мне сегодня очень приятно находиться вместе с вами, с теми, которые действительно служили Отечеству. Сегодня праздник, большой праздник. Служение Отечеству, как мы с вами помним, мы, сидящие здесь большинство одного поколения, для мужчин в нашей стране было это долгом. Я помню, когда женщины, то есть девушки молодые, отказывались выходить замуж за тех ребят, которые в армии не служили. Служение Отечеству – это было как раз в том, как мужчина, воспитываясь в школе, становясь мужчиной, шел в армию и служил. Сегодня этот праздник действительно заслуживает своих героев. Нас многие годы, и сейчас, и раньше, до нас и после нас говорили: молодежь не так конь, молодежь не так воспитана. Но когда наступало время, чтобы защищать нашу Родину, молодежь показывала те же и совершала те же подвиги, которые совершали деды, отцы, те русские воины, которые защищали страну и при царе, и при князях, и так далее. Поэтому утверждение этого праздника я считаю очень важным. И позвольте мне от имени председателя Госсовета, депутата Госсовета с этим праздником вас всех поздравить, нашим общим праздником. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы о таком празднике помнили не тот день, когда мы обычно празднуем. Часто у нас бывает так, любой праздник, и хоть День Победы, и другие, вспоминаем только тогда, когда этот праздник наступает. Да, конечно, ветераны, вот сидящие здесь, об этом празднике помнят всегда. Но нам бы хотелось, чтобы про таком празднике, о подвиге наших товарищей помнила в первую очередь молодежь. Если сегодня коротко посмотреть, история Украины за 30 лет показала то, что при умелом организации пропаганды любую молодежь можно превратить в нациста. И не только молодежь. Ведь сегодня в той специальной военной операции в Украине воюют с нашей армией не только украинцы. Там очень много русских, настоящих русских. Корни русские, но они воюют, потому что за этот период из них сделали их мировоззрение или превратили как полунацизм. Это очень важно. Сегодня, когда последние годы, особенно после начала военной операции, президент нашей страны начал обратить особое внимание как раз на воспитание молодежи. Чего греха таить, мы за 30 лет
о воспитании нашей молодежи совсем забыли. Вот от случая к случаю. Единственное, могу сказать, что вот здесь наши общественные организации, особенно военные, вот такие как ваша, она-то как раз и не забывала. Она занималась этим. Но воспитание молодежи, она должна быть политикой государственной, потому что она должна быть, так сказать, постоянной и не от случая к случаю. В первую очередь она должна быть в школах, в студенческих аудиториях. Почему сегодня, вы сами видите из телевидения, такие маленькие дети в Украине из русских семей кричат убить москаля и так далее. Это считается нормальным. Потому что так воспитывали. Это была государственная политика, начиная, когда Украина превратилась в самостийную страну, якобы. Хотя вы помните, знаете, что по истории Украина никогда не был государством. Никогда. Но получилось, после развала Советского Союза они стали самостоятельным государством. И 30 лет они воспитывали так свою молодежь. Ненависти к русским. И русские, живущие там, тоже превратились почти так. Часть из них. Не все, конечно. Поэтому вот такие праздники, такие дни, которые мы с вами празднуем, она очень важна, особенно важна для молодежи. Конечно, хотелось бы, чтобы это было в постоянной основе. Мы в Государственном совете по инициативе группы депутатов, в том числе моей, мы приняли закон о патриотическом воспитании молодежи нашей республики. Но в этом законе многое то, что принято, она еще не устраивает. Его надо дополнять. Хотелось бы, чтобы общественные организации в этом вопросе и вообще в вопросе воспитания молодежи заняли более активную позицию и контактировали с депутатским корпусом. Предлагали свои предложения, что надо делать еще в законодательном плане и так далее. Потому что мы не можем с вами терять нашу молодежь, так же, как в Украине потеряли свою молодежь и сделали нацистским государством. Да, сегодня наши ребята воюют, как вчера сказал Владимир Владимирович, каждый из наших бойцов, которые находятся там, они герои. Да, они герои. Они сегодня осознанно, особенно в первую очередь, добровольцы защищают наше Отечество, наше будущее, русский мир. Ведь понимание русского мира – это не то, что русский. Это все, кто проживает на территории России, все национальности, в том числе и нашей республики. Вы, наверное, знаете, что в нашей республике проживает более 100 национальностей. И нет у нас такой антипатии кому-то. Русский, ты чуваш, татарин и прочее. Мы одна семья, как было у нас в Советском Союзе, все республики. Поэтому воспитание и чтобы уважение друг к другу. И в первую очередь, что я хочу еще отметить, завершая свое. Сегодня, воспитывая молодежь, говоря о том, о патриотизме и так далее и прочее, мы многие моменты упускаем. В первую очередь, это уважение старшему поколению. Многие из вас, наверное, и здесь, вот, в городе Чебоксарах, когда на троллейбус садишься, на автобус садишься, особенно это в Москве, заметно, когда метро, когда заходит пожилой человек, сидят молодежь, на своих этих телефонах тыкают, они не видят никого. Раньше, как вы помните, если троллейбус, автобус, метро заходит старший товарищ, молодые вставали, всегда предоставляли место. Это тоже воспитание, одно из этих воспитаний отношения к старшему поколению. Потеряв связь сегодняшняя, связь с старшим поколением, можем потерять все. Поэтому в таких моментах, вроде бы мелочных, много, но на них мы не обращаем внимания. Особенно, к сожалению, власть не обращает на это внимание. Но мы-то с вами, особенно вы, ветераны, все это видите ежедневно и прочее. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом плане ваша позиция была более активной, и вы свои предложения давали
официально, тем более у вас организация серьезная, хорошая такая, мощная. И госсовет, чтобы можно было все это сделать, так сказать, в законе, законно, чтобы можно было потом с чиновников за выполнение этих законов спрашивать. Еще раз хочу вас поздравить с праздником, пожелать всем самое главное здоровья. Ковид мы с вами пережили. Сейчас говорят грипп. Я думаю, грипп мы тоже с вами переживем. Самое главное заниматься спортом, не падать духом, а дух у вас у всех крепкий. Вот я смотрю, кто и скажет, что им за 60, что они пенсионеры, особенно когда вышли со знаменем, молодые, подтянутые, вот они, так сказать, наши российские офицеры. Вот такими должны быть, и на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь, чтобы они любили страну так же, как сидящие вот здесь. Спасибо. Возложение цветов к вечному огню в Парке Победы от нашего имени выполнено. На слово представляется Кириллу Анатолию Геннадьевичу, руководителю отделения Союза ветеранов СВГ по городу Чебоксары. Прошу. Благодарю. Всем добрый день. Присутствующим. Я хочу присоединиться и всех вас поздравить с сегодняшним праздником День Героя Отечества. На мой взгляд, каждый гражданин России 20-й – это герой России. Каждый офицер Советского Союза, Российской Федерации – это уже герой России. То, что он надел погоны, то, что он в первых рядах выполнял свои обязанности, это уже героизм. Я также считаю, что каждый пятый доброволец, вызвавшийся на Донбасс, он уже является героем. Каждый второй, пересиливший себя и поднявшийся в атаку, он уже герой. На мой взгляд, это так. Помимо этого, я еще хотел бы обратиться к председателю Союза ветеранов. Вспомните главу Донецкой области, Донецкой республики. Гиви вспомните, Моторолу вспомните. И других также заслуженных людей, которые честно, добросовестно защищали свою родину и которых уже с нами рядом нет. Благодаря нашим пишущим братьям и сестрам. Это вот чисто Союзу ветеранов. Помимо этого, я бы хотел еще от имени председателя Союза ветеранов группы советских войск Германии и Варшавского договора вас всех поздравить именно с этой датой. А помимо этого, мы, ветераны ГСВГ и Варшавского договора, стояли впереди пограничных войск в первых рядах, войска первого эшелона. Когда натовские войска стояли 1000 километров от границы Советского Союза. А теперь войска НАТО пришли к нам на порог, стучат и говорят: а мы здесь. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово представляется представителю или как учащемуся среднеобразовательной школы номер 12 Ларионову Артему Николаевичу. В календаре российских праздников существует особая дата – 9 декабря. Это День Героев Отечества, но о подвигах мы помним всегда, не только сегодня. Ведь люди, ничем внешне не отличавшиеся от многих, совершали героические поступки, на которые отважится не каждый. Герой – так говорят о человеке, в котором есть доблесть, мужество, отвага и решительность.
Герои – это люди, которые спасают других людей во время войны и в мирное время. Иногда даже ценой собственной жизни. День Героев Отечества – это очень важный праздник. Ведь стоит хоть на мгновение вспомнить, кто подарил нам это мирное небо над головой. Сразу же хочется сказать спасибо. А сегодня мы должны почтить их память и возложить цветы к монументам. И еще раз поблагодарить за то, что в нужный момент они проявили стойкость и отвагу. Уважаемые ветераны, разрешите мне тоже сказать несколько слов вот по теме нашего сегодняшнего собрания. День Героев Отечества. Ну, тут, понимаете, вот особенно я обращаюсь к молодежи. Вот под словом «герой» понимаем только участников боевых действий в основном. А ведь слово «герой» вот такой обширный, объемный. У нас, смотрите, есть герой Советского Союза, герой социалистического труда, герой, город-герой, крепость-герой. Вот объемность этой вот слова «герой» надо представлять, вот особенно молодежи. Что такое герой? Кто такой герой? Где совершается? Как совершаются такие? Обращаясь к молодежи. Больше изучайте историю. Те подвиги, которые совершали и совершают наши земляки, наши родные, близкие. Вот понимаете, вот за время Великой Отечественной войны 11 тысяч, даже больше, почти говорят, 12 тысяч стали героями Советского Союза. Ведь каждый герой, это можно изучать, можно его биографию, совершенные подвиги. Также, допустим, герои социалистического труда, их тоже немало. Герои, они разные века, разные этапы нашей жизни, они разные. Даже герои Советского Союза, герои, совершающие подвиги на фронтах, на полях боевых действий, они тоже разные. Вот понимаете, это герои, допустим, Великой Отечественной войны, это одни. А герои, допустим, совершающие сегодня геройские поступки, они уже другие. Хотя звание на герой, как положено, естественно, одно значение имеет. Я хочу, понимаете, остановиться на нескольких геройских героях и в их действиях, а как они получили, что такое. Не надо далеко ходить. Вот вы все знаете, особенно молодежь, я прошу вас. Вот Моресьев. Вы, наверное, все читали повесть о настоящем человеке. Герой Советского Союза. А вот Морозь обе ноги, вышел к своим, через 18 дней обморозился. И вот что он думает. Я хочу вам прочитать. Вот, сейчас прочитаю. Ведь дали ему героя не за то, что он там, предположим, прошел вот эти тяжелый путь 18-дневный. Ему дали героя за подвиги, совершенные именно вот на фронтах. Я могу сказать, что во время войны он первый, когда еще был здоровенький, самый нормальный летчик, сбил 4 самолета, а когда же на протезах летал, сбил еще 7 немецких самолетов. И вот он говорит, я прочитаю, чтобы не быть каким-то, не ошибаться. В годы тяжелых испытаний, выпавших на долю моей Родины, я не мог оставаться в стороне от всенародной борьбы, пока во мне теплилась искра жизни. Вот слушайте, я говорил себе, ты должен летать, и я летал. Вот смысл надо вступить. Вот настолько мужественный дух у него внутри сидел. Вот даже будучи в таком состоянии, без обеих ног, и он хотел летать, летал. Если вот для молодежи, он, кстати, учился летать уже на протезах, в Бресте, там была школа летная. Вот буквально где-то года 2 назад мы хотели туда, ездили все делегации наши, отмечали столетие Моресьева. Вот. Это подвиг изнутри, не просто так пошел, такой вот так, я скажу куда-то там и совершу подвиг. Такого не бывает. Он герой, он рождается
изнутри, вот из состояния души и сердца, как говорится. Вот другой, допустим, герой, мой коллега, можно сказать, он строитель. Вот тоже, наверное, слышал. Карбушев Михаил, это Дмитрий Михайлович. Он фортификатор. Он там строил всякие там для ведения военных действий, ну, там всякие военные объекты. Вот тоже герой. Понимаете, смысл? Вот он говорит, я с совестью и родиной не торгую, когда его таскали по концлагерям, его пытались агитировать, перейти на сторону немцев, его испытывали там как только могли, и по-хорошему, и по-плохому. Вот он говорит, я с совестью и родиной не торгую. Мои убеждения не выпадают вместе зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. Что еще можно сказать? Кто это вот так? Вот это вот стержень, этот стержень должен быть у каждого человека. Даже вот... Вот так и без такого стержня такой подвиг совершить невозможно. Я грубо, может, не скажу, вот эти вот после начала специальной военной операции многие наши земляки, наши люди из России уехали за границу. И артисты, и звезды эстрады. Вот они никогда в жизни совершить подвиг не смогут. У них нет внутри ничего такого любви к своей отчизне, преданности, мужества. И вот для них это все, вот так, как Макаревский говорит, вот сейчас вот уехали за границу. И говорит, Россия уехала за границу, а тут остались, так сказать, сами понимаете, что. Вот князь Николай Григорьевич, про него, наверное, мало кто слышал, он на национальности чуваш, он живет в Ульяновской области, он академик Чувашской национальной академии, он учился в университете в Чебоксарах, я его знаю хорошо. Вот она пишет, война сурова и безжалостна, много жизней отнимает она, пока идет, может и я погибну. Я должен отдать все для разгрома ненавистного врага ради свободы и благополучия родных, села, родины в целом. В бой иду за вас, родные. И за дочку Розу, пишет танкист, герой перед своим последним. То есть, понимаете, вот они как бы вот идет, как будто он еще прощается своей жизнью, прощается со своей семьей. Это у него, как сказать, он не думает, там, как сказать, как бы там ускользнуть, как бы убежать, как бы... Он думает исполнить свой воинский долг, победить и отстоять победу. Молодежь, я обращаюсь еще раз. Вот эти герои, вот даже, допустим, Молодая гвардия, кто знает, Олег Кошевой, руководитель этой молодежной группы, Зоя Космодемьянская, Матросов, Александр Матросов и многие-многие другие. Вот про них надо знать и читать. Понемногу дают для человека, для молодого человека, для воспитания себя и своих друзей. А та картинка, мне она такая вот, не то, что по душе. Вот я ближе подойду. Вот эта картина, это в военном времени. Вот сидит солдат, пишет письмо домой. Потому что у солдата нет других забот. У него есть семья, думает о семье. И второй вопрос, это как-то отстоять весь Советский Союз в свое время. Победить и выйти оттуда победителем. Вот смотрите, он такой грязненький уже. Сапоги, наверное, тоже мокрые, наверное, на босу ногу. Шинель-то уже порвана вся. Вот сидит за углом, сел, пишет письмо домой. Это кто такой? Вот он герой. Вот он герой. Не тот, который там, допустим, не знаю, как сказать, упрощая немножко, где-то упал, кого-то. Вот такие все. Вот мы сегодня на днях вот где-то развернем нашу выставку «Патриотизм, героизм, победа». И там будет большое количество фотографий военных времен. Их просто невозможно так просто смотреть. Вот на этих вот
Пусть это будет, нет у него звездочки, но он герой. Вот я хочу сказать. Поэтому, где бы вы ни работали, где бы вы ни... И мы уже переходим ко второму вопросу. Вот к нам пришла Агриппина Алексеевна. Принесла вот такие две книги. Это она. Очень вот материал, который в этом альбоме, или как в фотоальбоме есть. Очень ценный материал. Знаете, вот мы, ветераны, наша организация, много занимаемся школьниками, ходим в школы, рассказываем. И вот много лет мы работали с ветеранами Великой Отечественной войны. Ну, сейчас их стало очень мало. Что важно? Вот наша работа с людьми, с молодежью, вот даже гражданские, там, взрослые, дети. Вот важно то, что вот обратная связь какая. Вот в этом альбоме написаны, вот я потом кое-как кто-то прочитает, вот они, написаны письма. Письма солдаты написали, школьники, студенты, из Калуги, из Воронежа, из Уссурийска, из Хабаровска, со всего Союза, вот это вот здесь написаны письма, обращения к ветеранам с благодарностью, с признанием заслуг ветеранов Великой Отечественной войны. И в то же время они понимают свои задачи. Вот пишут там, я сейчас потом вам прочитаю несколько писем. Они понимают, молодежь понимает свои задачи. Так, говорит, вы, Агриппина Алексеевна, молодец, спасибо, там все. Мы, говорит, будем достойны вашей жизни, вашими подвигами героями. Вот. Я сейчас хочу пригласить. Может быть, она с места? Да. Сейчас мы сделаем этот, организуем передачу вот этой книги, вот это, на вечное хранение Национальный музей Чувашской Республики. Ради чего мы сегодня собрались. Уважаемые товарищи, я вас поздравляю с началом русской зимы. Желаю крепкого здоровья, успеха, удачи, благополучия во всем. Будьте здоровы. Я рядовой солдат был. С оружием в руках на врага в атаку не ходила. Моя обязанность была оказать первую медицинскую помощь на полях сражений раненым солдатам и офицерам. Мы кое-какие новости узнавали только через раненых. А так мы ничего не знали, только знаем свой объем работы. Но я восхищалась, гордилась и не перестаю восхищаться подвигами наших солдат Красной Армии. В феврале 24 или 25 1943 году к нам пришел старшина роты. В руках у него газета. И вот рассказал он о подвиге Александра Матросова, о героическом подвиге Александра Матросова. Дело было как? 23 февраля 1943 году 91-й батальон, сибирский батальон, под Великими Луками, около деревни Чернушки, получает приказ захватить Чернушки, освободить оккупантов от оккупации. И вот немецкий огонь, вражеский огонь не давал продвигаться дальше этому батальону. Тогда Александр Матросов, не думая ни о чем,
взял гранату, подполз к ЗОТу и закрыл амбразуру своим телом. И граната разорвалась, пулеметчики погибли. Таким образом, создавая такой подвиг, Александр Матросов открыл дорогу своим товарищам по оружию. И это товарищи пошли вперед и полностью освободили деревню от оккупантов. Это произошло, быть может, так случайно, это в день 23 февраля. 23 февраля, это вы знаете, какой праздник? День образования рабочей крестьянской Красной Армии военного морского флота. И вот как раз 25-летие было в юбилей. Вот этот день, вот такой героический подвиг совершил. Был. Агриппина Алексеевна, несколько слов об альбоме. Об альбоме. Так, хорошо. Выйдите, пожалуйста, сейчас Так, будете вручать. Не видно, пусть стоит. Альбом, это альбом. Ну, в общем целом, к 75-летию я получаю письма. Вот эти письма, есть что столько, если другой альбом есть, такой же. И вот получаю письма, не успеваю читать, ну хорошо, получаю. Теперь что делать с этими письмами? Нет, читаю, читаю, и сейчас читаю. Теперь так просто письма это нехорошо. Давай сделай альбом. И договорилась с типографией «Гранит», и мне вот такой делали, вот такой альбом. И вы решили его передать в руки, да? Да, я теперь что делать? Дети, быть может, особо будут ценить или давай передам в музей. Вот я решила, принесла передать его, пожалуйста. Екатерина Алексеевна, я от лица Чувашского национального музея, я главный хранитель, обязуюсь хранить память о великом подвиге советского солдата в Национальном музее. Огромное вам спасибо за ваш вклад, за Большое спасибо. то, что вы сделали для нас, за то, чтобы у нас была такая жизнь. Ну ничего, что ли? Очень. Екатерина Алексеевна, это очень хороший подарок. Он единственный сегодня. Поэтому очень надеюсь на то, что мы благодаря этому материалу начнем формировать ваш комплекс материалов. Очень надеюсь. Вы далеко не уходите, давайте мы здесь сфотографируемся. Екатерина Алексеевна, мне нужно получить ваши подписи, потому что мы на любой предмет музея, все у меня есть, оформляем. Всегда готова. Давайте. Здесь мы альбом описали. И вот здесь вы, Екатерина Алексеевна, подпишите, пожалуйста. Так, чтобы красиво. Обязательно. Ой. Не волнуйтесь. И еще один экземпляр для вас. И еще подтверждение того, что это подарок музею, пожалуйста, вот в этом. Я не думала, что так получается. Это музей. А я думала, приду, передам дальше. Спасибо. Еще, пожалуйста, сейчас подпись, это для вас. Ну вот. Передаем вам вас. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Вставайте. Так, Екатерина Алексеевна, в середину. Да. Вот так. Так. Сюда, внимание.
Все, спасибо. Агриппина Алексеевна, от лица музея и Союза ветеранов и подарок небольшой. Вы нам подарок принесли, и мы вам подарок. Большое спасибо. Дальше. Все. Александр. Так, внимание! Я прошу выйти на сцену Зверева Дмитрия Андреевича, учащегося средней образовательной 12 школы. Порфирьева Михаила Руслановича. Он здесь? Васильеву Полину Андреевну. Да, далеко не ходите, что порядок. Чтобы они не закрывали часть войны. Пусть Бог сам. Спину же не надо не стоять. Давайте, встаньте вот туда, вот так вот. Да, встаньте вот так. И приглашаю сюда Данилову Яну Андреевну. Я позволю попросить этих юных моих товарищей прочитать несколько писем, вот тех, о которых говорила Агриппина Алексеевна. Действительно, я эти письма почти все прочитал. Ну, так просто вот без эмоций, без такого, вот, не знаю, как сказать, невозможно. Уважаемая Агриппина Алексеевна, вы участница на полях сражений в период Великой Отечественной войны. Обращаюсь к вам, чтобы передать слова огромной благодарности за то, что вы сделали для нас, будущего поколения. Благодаря вам сейчас в нашей прекрасной стране мирное небо над головой. Этого всего бы не было, если бы вы не освободили нашу землю от немецких захватчиков. Мы обязуемся быть достойными наследниками, хорошо учиться и работать на благо нашей страны. Также хочется поздравить вас с 75-летием окончания этого жестокого сражения и пожелать вам долгих лет жизни. Спасибо вам за мирное небо над головой. Кто написал? Ученики гимназии 29, город Уссурийск, Дальний Восток. Ребят, выходите сюда, к Александру. С уважением, ученики 11 А и 11 Б классов ГБО УСОШ номер 1, Сборская, Самарская область. Уважаемая Агриппина Алексеевна, мы хотим выразить вам слова благодарности за то, что вы дали нам возможность жить в свободной стране, радоваться каждому дню, прожитому в мире, быть счастливыми и наслаждаться пением птиц, запахом цветов, дружбой и любовью, быть рядом с родителями и друзьями. Как хорошо, что есть праздники со слезами на глазах. 1418 дней вы шли к победе, неся все тяготы войны, не доедали и не досыпали, ждали весточку из дома, спасали своих раненых друзей и хранили товарищей. Но вы выстояли. Страшно представить, что вы пережили. Бомбежки, окопы, тела убитых. Вы сражались с одним лишь словом на устах – за Родину. 75 лет прошло, как настал этот светлый праздник, а ваши душевные раны еще как будто живы, полны воспоминаний. И хоть вас осталось совсем немного, но мы благодарны вам за то, что живем на мирной земле. Низкий вам поклон от всех живущих. Мы помним о вас всегда. Никто не забыт, ничто не забыто. Здравствуйте, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Пишет вам ученица маленькой Горбысельской школы Небольсина Маргарита. Я хочу от всей души поблагодарить вас за все, что создано в нынешнее время, ведь это все благодаря вам. Вы защищали Родину, выполняли свой долг перед родной землей. Также хочу вас поблагодарить за героизм, мужество, смелость и бесстрашие, проявленные в годы войны. Все меньше и меньше остается с нами ветеранов. Слова на бумаге не могут передать чувств, но знайте, что мы вас ценим и любим. Я горжусь тем, что живу в одной стране с вами. Но не только я одна горжусь, вами гордится вся Россия. Хочу вам пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Будьте счастливы. Небольсина Маргарита, Воронежская область. Уважаемая Янович Агриппина Алексеевна,
Хочу поблагодарить вас и остальных, кто воевал на Великой Отечественной войне, за мир на земле, за чистую травку под ногами. Если бы не вы, то страшно представить, что было бы сейчас. Раньше, в 1941-1945 годах, у детей не было детства. Они работали наравне со взрослыми, видели кровь и боль, и неважно, сколько лет им было. Я вам очень благодарна за то, что у нас теперь все есть. И школа, родители, садик, друзья, и, конечно же, это наша страна Россия. Вы все страдали ради будущего, несмотря ни на что. Вы воевали, видели эту боль, теряли родных и близких. Но вы выстояли, победили Германию. Много пуль, бомб прошли через вас. Множество врачей лечили раненых. Страшно представить это через себя. Мы вас благодарим за эту победу и за чистое небо с солнышком. Гордитесь собой, вы настоящий герой. С любовью от потомка Яны АА, 5 Д класс. Спасибо, спасибо. Значит, уважаемые, вот письма почитали, их там сотни, даже, может быть, тут немного, 770, где-то порядка 100, их 1000 таких писем. Мы получали их раньше тоже там. Я хочу сказать вот что. Вот они все обращаются вот сейчас к Агриппине Алексеевне. Это понятно, да? Но мне кажется, не то, что как, но на самом деле так, это все обращение этих студентов, учащихся всех, и относится ко всем участникам Великой Отечественной войны. Признание в любви ветеранам, признание, так сказать, победы, благодарность за победу. Вот они все пишут. Благодарим за победу, что нам создали такую жизнь, что мы сегодня спокойно, кстати, можем учиться, жить, работать. Вот, спасибо огромное вам, что молодежь не безразлична вот таким вопросам, как, допустим, отношение к ветеранам. Вот поэтому мы сейчас хотим с Виталием Петровичем поблагодарить вас и вручить вам грамоты наши. Так, ну, действительно, выражаем благодарность и награждаем грамотой. У нас здесь приказ, состоялся приказ по нашей организации, приказ номер 9 о награждении активистов Чувашской республиканской организации ветеранов за большой вклад в реализацию уставных требований, активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающих поколений и большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных ко Дню Героев Отечества, приказываю грамотой Чувашской республиканской общественной организации наградить Васильеву Полину Андреевну. Также аналогичной грамотой награждается Данилова Яна Андреевна. Награждается Зверев Дмитрий Андреевич. Награждается Ларионов Артем Николаевич. Он где-то здесь. Он ушел? Нет. И награждается грамотой Чувашской республиканской организации ветеранов Порфирьев Михаил Русланович. Все, спасибо. Ставьте на минуточку каждую карту нашего Отечества. Громадное пространство. Ну. А сколько там героев? А подумайте, сидящие в зале, на этом большом пространстве сколько для нас с вами работы с подрастающим поколением. Ведь подрастающее поколение должно знать это, должно помнить это, но еще оно, подрастающее поколение, должно что-то делать, чтобы это помнить и знать. Год, который был в прошлом году, год героев безмолвных рубежей. Это тоже герои, герои нашего Отечества. Что мы сделали с подрастающим поколением, чтобы это осталось в истории? Вместе с Российским союзом ветеранов, вместе со студентами химико-механического техникума мы выпустили вот такую игру
Сурские, Казанские рубежи. Познавательную, образовательную, с дополненной реальностью. Эту игру получили школы Новочебоксарска, библиотеки Новочебоксарска, все библиотеки Чувашии. Но 100 экземпляров выпущенных игр, понятно, что не охватили всех желающих. Эти, значит, комплекты игр получили еще и ряд, значит, регионов при непосредственной встрече. И мы нынче выиграли грант наш, чувашский, и 250 комплектов будут в 2023 году переданы уже школам районов Чувашии. Спасибо вам всем и нам тоже. Это одно дело по памяти. Как же мы могли пройти мимо года выдающихся людей Чувашии? Наше объединение носит имя Винокурова Вячеслава Петровича. 80 лет тому назад он погиб под Сычевкой. Наша технику взяла ответственность за сохранение исторической памяти о Винокурове. Мы уже неоднократно были на его могиле. А в этом году в память о нем наши ребята опять вместе с Российским союзом ветеранов сделали вторую игру «Моресьев танковых войск», посвященных Винокурову, также с дополненной реальностью. Это первый экземпляр, это макет. Основная масса, 100 штук, будет в 2023 году. И в январе мы сделаем презентацию этой игры. Это тоже наш вклад. Но наши ребята, которые являются наставниками, шефами, а подшефные у них школы, эту работу делают для того, чтобы школьники тоже держали руку на пульсе времени. Но решили в марте месяце на общем собрании объединения, что пора нам идти в детские сады. Пора привлекать к патриотической работе дошкольные образовательные учреждения. И мы выпустили для школят вот такую раскраску. Память о наших героях улицы Новочебоксарска. Понятно, что главная улица Новочебоксарска носит имя Вячеслава Петровича Винокурова, которому 7-го, то есть вчера, или позавчера уже запутался, исполнилось 109 лет. А 30 ноября было 80 лет со дня его гибели. Для чего? А чтобы дети, раскрашивая, узнавали историю нашего первого героя Советского Союза из Чувашии. Вся история жизни героя вот здесь в раскраске. Эту раскраску получили дети перед 9 мая в тех подшефных садиках, куда ходят подразделения нашего поискового объединения. Мы по возможности тоже дарим эти разукрашки в школах, могут их просто дальше ксерокопировать. И всем, кто пожелает сегодня получить или просто взять несколько экземпляров, мы вот здесь вот оставим в память о Винокурове. Вот посмотрите, работая с подрастающим поколением вместе с вами, мы еще раз убеждаемся, что наше будущее в надежных руках. Спасибо вам, правительство. Виталий Петрович Данилов и Семенова Валентина Сергеевна. Сейчас вам спички поют. Добрый день, уважаемые ветераны, уважаемые гости. Мы поздравляем вас с этим емким праздником, который прослеживает героизм российского народа, народа Отечества с глубины веков до наших дней. Эта песня, 10-й наш десантный батальон, который мы сейчас хотим исполнить, она отражает героизм русского народа, героев Отечества во время Великой Отечественной войны.
И, к слову сказать, эта песня стала призером всероссийского конкурса патриотической песни имени Василия Ланового в Пензе в этом году. Я заняла с этой песней 2-е место. Вот предлагаю вам... Не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым. Значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас завела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. У нас вот Валентина Семенова участвовала. День да, Песню Маратонова «Снегири». Это память опять от зари до зари, беспокойно листая страницы. И мне снятся всю ночь на снегу снегири, белыми не красные птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю на снег голубой снегириная стая сидела, где на рваную землю
свет голубой, снегириная стая слетела. Летнего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Не стесняться с военной поры пустыри, не оглохла зима нацела, и летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Не стесняться с военной поры пустыри, не оглохла зима так пела. И летят снегири, через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. Почетным знаком Российского союза ветеранов Андреева Олега Васильевича. Он нам очень много помогает. Далее. Награждается медалью 65 лет Российскому союзу ветеранов участник Великой Отечественной войны Гиляев Евгений Григорьевич. Евгений Григорьевич в феврале будет 98 лет, так что... Еще принимают активное участие. Мы в средней школе номер 10 выступали. Поздравляю. Сюда, ну давай, вот так сюда. Не. Там сфотографируйтесь рядом, встаньте просто рядом. Нет, давай сфотографируемся. Там стойте, стойте рядом. Вот сюда, вот сюда. Держи. Спасибо вам большое за победу даже. Далее. Медалью Герой Чернобыля награждается участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Михайлов Геннадий Максимович. Я считаю, как не знаю вовремя, потому что мы говорили о героях, вот награждаем медалью Герой Чернобыля.
Приказ подписал председатель Чувашской организации Виталий Петрович Костин. Герой России. Дай. Подсказывают по университету. Надо поставить, дать слово председателю Общероссийской общественной организации «Доблесть» Яковлеву Владимиру Николаевичу. Дискриминацией заниматься не будем, да, слово просил, дадим, пожалуйста. 2 минуты здесь, пожалуйста. Да. Во-первых, я как студент у Олега Васильевича Андреева попросил слова, и как руководитель Союза ветеранов боевых действий не могу не сказать, хотя вы, конечно, все устали, вот, 2 слова. В общем, все прекрасно знаете, что у России славная боевая история, начиная с древнейших времен до наших дней. Начиная с Минина, с Древней Руси, Минина, Пожарского, Отечественной войны 12 года, времена Суворова, массовый героизм советский народ проявил в годы Великой Отечественной войны. И все вы прекрасно знаете, что и после победы в Великой Отечественной войне наши советские, а потом уже и российские войска участвовали в разных национальных таких территориальных конфликтах более чем в 50 странах. Это и Корея, это и Вьетнам, там наши боевые летчики, ракетчики проявляли мужество, героизм, это и Даманский полуостров, защитники, пограничники тоже проявляли мужество. Это Эфиопия, Камбоджа, Куба, все вы прекрасно знаете. И постсоветский период также наши воины отстаивали интересы нашей Родины на территории Таджикистана, сохраняли целостность России в горах Кавказа, в Югославии наши участвовали и в разных других военных конфликтах. Особенно, конечно, больше всего длилась афганская война, около 10 лет. Сегодня у нас первый раз было возложение на правительственном уровне у Вечного огня. Раньше мы вот такие мероприятия не проводили, сегодня первый раз провели вот такое мероприятие. Хочу вас всех пожелать здоровья, мирного неба. Но не могу не коснуться, конечно, и специальной военной операции, когда наши воины сегодня доблестно, с мужеством отстаивают наши интересы на территории Донбасса, Украины, проявляя мужество и героизм в тяжелейших условиях. Как я посмотрел один выступающий, который там говорил командир, что на отдельных участках боевого столкновения расход боеприпасов и артиллерии, снарядов превосходит в 2 раза, чем в Сталинграде. Вы представляете, вот какие там боевые столкновения происходят? Так что мы желаем нашим воинам честно выполнить свой долг, выполнить все поставленные правительством и вооруженным командованием задачи и живыми, здоровыми вернуться на родину. Мы их всех, естественно, ждем. У нас и в мирное время работы хватает. Вот, и мы вместе будем защищать наши свои ветеранские уже интересы. Будем работать и двигаться дальше. Еще раз всех с праздником сегодняшним. Здоровья вам и мирного неба. Для слова предоставляется председатель Чувашской африканской организации ветеранов Виталий Петрович Осипов. Но позвольте мне сказать 2 слова. Вот обращаясь к молодежи, я очень вас прошу, вот так пройдите, пожалуйста, по кругу, посмотрите вот в глаза этим героям и вот эти фотографии. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, это будет вам полезно. Спасибо. Так, уважаемые товарищи, наши ветераны, сегодня действительно мы провели хорошее мероприятие, дружно так. Всегда бы так, чтобы наши мероприятия прошли, потому что
мы всегда востребованы. Школа звонит. Сейчас везде, в школах, в судах, в вузах проходят такие торжественные мероприятия, посвященные ко дню Героев Отечества. Поэтому иногда вот наши ветераны, побывая в школах, убедились, что это работа нужная, и мы всегда востребованы, и нас уважают за это. Поэтому давайте будем всегда активнее участвовать. Вот как сегодня. Приятно посмотреть на вас и в форме, и будем активнее участвовать во всех наших мероприятиях, в школах. И поэтому, чтобы именно и Моисеев отметил нашу работу в обращении, что Чувашия из 92 регионов, 9 регионов названы 10 лучших, в том числе и мы. Это очень здорово. Поэтому это ваш На этом я еще раз хочу вас поздравить сегодня с праздником, Днем Героев Отечества. Ну, повестка для нашего собрания и торжественного мероприятия исчерпана. И разрешите торжественные собрания, посвященные ко Дню Героев Отечества, объявляю закрытым. Не расходитесь. Так. Вы пока, товарищи, пока они не стоят. Гимн. Знаменной группе вынести знамя. Прошу садиться. Ну, теперь общее фотографирование. Пожалуйста. Офицеры отдельно можете фотографировать.